Теперь официально в Таджикистане ввели административный надзор. Казахстан, Кыргызстан и Россия. Back in USSR. Саид Мукаррам Абдулкадирзада. Мехрыгон хорошо, Идгардак плохо. На 14-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, прошедшей 16 июня, депутаты Нижней палаты парламента приняли законопроект об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Об этом сообщает Ниат Ховар. Законопроект предусматривает осуществление надзора за лицами, отбывшими срок заключения за тяжкие преступления. Если заключенный в период отбывания наказания будет признан злостным нарушителем установленного порядка в исправительном учреждении, то, согласно этому законопроекту, после освобождения из мест заключения он будет находиться под надзором органов внутренних дел. Примечательно, что, по сути, такой надзор за отбывшими срок заключения политическими и религиозными активистами уже де-факто осуществляется в Таджикистане в течение многих лет и без принятия этого закона. Таким образом, как это часто происходит в диктатурах региона, парламент лишь узаконил имеющуюся незаконную практику. Хотя в законе и прописано, что надзор будет осуществляться за лицами, отбывшими срок за тяжкие преступления, однако практика показывает, что все это время в республике под надзор попадали лишь лица, обвиненные и отбывшие сроки заключения по сфабрикованным уголовным делам в так называемом экстремизме и терроризме. Это обычно соблюдающие религию молодые люди, критики режима, активисты, независимые журналисты и блогеры, а также независимые проповедники. Нахождение таких людей под строгим надзором, вплоть до запрета на выезд из страны, очень выгодно силовым структурам. В любой момент для поднятия показателей раскрываемости силовики фабрикуют новое уголовное дело и отправляют человека за решетку, считает таджикский блогер Абдулла Аббосов. Напомним, что принятие данного закона, как и многих других, является точным копированием российской практики, при которой осужденных и диссидентов силовики плотно контролируют в течение многих лет, даже после отбытия срока лишения свободы. Это политический шаг, направленный на то, чтобы напугать всех мусульман Крыма, для того, чтобы они не приходили, не поддерживали своих братьев, да? Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, позволяющий стране обмениваться персональными данными граждан с властями Казахстана и России в двустороннем порядке. Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение об обмене личной информацией граждан 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает радио Азаттык. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанной вами народу Кыргызстана. Соглашение предусматривает осуществление обмена такими данными, как данные о наличии гражданства, наличии документов, дающих право на постоянное пребывание в странах, о постановке на миграционный учет, о совершенных преступлениях, а также о наличии недвижимости и наличии каких-либо имущественных обязательств субъекта. И Казахстан, и Россия завершили процесс ратификации. Соглашение вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур со стороны Бишкека, говорится в сообщении. Напомним, что в начале июня кыргызские власти заявили о запуске системы распознавания лиц в стране, посредством которой планируется обнаружение лиц, находящихся в межгосударственном розыске в странах СНГ. На протяжении 2 десятилетий Кыргызстан являлся транзитной зоной или прибежищем для людей, преследуемых режимами соседних стран за их политические взгляды и религиозную деятельность. Но с приходом к власти Садыра Жапарова ситуация в стране изменилась. Нынешний режим оказался еще более зависимым от России, чем прежние. За последний год режим практически покончил с независимой журналистикой, ужесточил цензуру, принял закон об иноагентах, аналогичный российскому. Есть такое ощущение того, что сейчас идет давление на СМИ. В начале июня в Кыргызстане были задержаны сразу несколько антивоенных активистов из России. Один из них, обвиняемый в поджоге военкомата в Екатеринбурге Алексей Рожков, был уже экстрадирован на родину. И это не единожды было, это было много раз. И в Березовском, и в Екатеринбурге.
На пороге празднования Иди-Курбон государственное информационное агентство «Ховар» опубликовало статью с критикой празднования исламских праздников. Мы находимся на пороге празднования Курбан-Байрам. Несмотря на то, что постоянно ставится вопрос о недопущении праздников среди детей, подростков и даже взрослых, допущении расточительности и украшении пышного праздничного стола, к сожалению, есть случаи, когда граждане страны сознательно прибегают к таким действиям, противоречащим исламскому акценту и требованиям законодательства страны и обрядовой культуры, не соблюдают религию. Говорится в статье. Свою позицию государственные журналисты подкрепили словами председателя Совета улемов Исламского центра Республики Таджикистан Саид-Мукаррама Абдулкадирзада. Украшение праздничного стола – это народная традиция, а не исламская. Поэтому я, как председатель Совета ученых Исламского центра Республики Таджикистан, говорю, что народ не должен страдать за себя. Также не думайте, что согрешили или что не выполнили традицию Курбан-Байрам. Пусть они будут внимательны в этом вопросе, потому что такое поведение есть не что иное, как хвастовство и излишество, сказал он в беседе с корреспондентом Ховар. Также муфтий поддержал навязывание населению режимом языческих зороастрийских праздников. Например, от наших древних предков также достались древние традиции, такие как празднование Новруза, Мехргона, изучение науки и знаний, уважение к родителям и старшим, помощь нуждающимся и так далее, которые очень достойны, красивы, полны мудрости, достойны подражания, и они являются источником гордости для всех нас. Именно поэтому по инициативе лидера нации Эмомали Рахмона эти полезные традиции возрождаются и пропагандируются, заявил он. Следует отметить, что на протяжении последних лет таджикский режим ведет политику ограничения проведения любых исламских мероприятий, обрядов и торжеств, в том числе и празднования Иди-Рамазон и Иди-Курбон. Например, когда в 2017 году праздник Иди-Курбон пришелся на 1 сентября, власти отменили выходной, объявив, что все учащиеся обязаны прийти на занятия, несмотря на то, что в таджикском законодательстве дни праздников Иди-Рамазон и Иди-Курбон законодательно закреплены как выходные дни. На протяжении последних 5-6 лет правительство выпускает рекомендации о том, как население должно накрывать праздничный стол. В 2018 году дошло до того, что правительство ограничило размер праздничного стола размерами 1 метр на 1,5 метра и ввело штраф в размере 5000 самани за превышение площади накрытого стола. В итоге с тех пор в дни праздников власти регулярно проводят рейды с проверками факта соблюдения жителями Таджикистана введенных ограничений.